Инна. Здрасте. Вы очень красивая, яркая и очень интересная девушка. Спасибо большое. Андрей, 46 лет. Владелец строительной компании в Санкт-Петербурге. Любит играть на бильярде, прыгать с парашютом и смотреть юмористические телепередачи. Мечтает о маленьком домике во Франции. Признается, что у него в квартире холостяцкий бардак. Предупреждает, что плохо переносит критику. Андрей планировал убить любовника своей жены, но, выслушав его исповедь, сменил гнев на милость. Надеется, что Инна не будет злоупотреблять его добротой. Здрасте. А почему решили пожалеть любовника жены? Прониклись историей его любви, его исповеди? Знаете, я в нем узнал себя в 20 лет. Представляете? Внешность такая интересная. Ну, жених такой, да, такой брутал такой. Брутальный. Брутал. Но, во всяком случае, на Машкова похож. Ну, давайте тогда начнем сначала. Вы женились, когда вам сколько было лет? Официально 33. А ей 17. И сколько прожили? Ну, с переменным успехом где-то 5-6 лет. 5-6 лет. Ребенок родился? Да. А как узнали о любовнике? Он сам мне позвонил. Позвонил. И вот вам звонит какой-то парень, да? Да. И говорит, что? Я был в шоке. Дядя Андрюш, я люблю вашу тетеньку, отдайте мне ее. Нет, дядя не называл. Ага. Волнующийся голос. Здравствуйте, я люблю вашу девушку. Мы еще не были официально женаты. Ага. А ребенок был уже? Не, ребенка еще не было. первый брак распался именно по той причине, что жена встретила другого мужчину. Когда я узнал про это, то я испытывал очень бурные эмоции. Ну, мы, как говорится, договорились о встрече. Он сказал, что... Ну, я был сам немножко в шоке. Я был очень злой, понятно. И мне очень было интересно самому. Может, это развод был просто? Нет. Что злой ты сразу? Ну, мне... Нет, до развода нет. Мне было очень интересно посмотреть на этого самоубийцу. Вот. И я с удовольствием поехал. Немножко такой взвинченный, конечно. Думал, что какая-нибудь провокация будет там. Немножко подготовился. Да? Пол кирпича с собой взял на всякий пожарный. А вдруг, думаю, бить будут. Да? И вот вы встречаетесь. Да, парень молодой оказался, лет 21-22, с красными глазами. Такой было видно, что он, Плакал наверное, всю ночь. неделю не спал, плакал всю ночь. Он не знал, что говорить. Сидит такой, ну, в автомобиле, ну, из серии мажоров. Ну, такой, который жизни особо пока еще не видел. Сидит и говорит. Интересная история, Саша. Да, сидит такой и просто заикается. Я вот люблю, не знаю, как без нее жить, вот что делать. Я говорю, зачем вам я? Что посоветовать, что-то вам надо. Вообще-то Может, это моя... жить вам негде, может, да, вам... это, да, может вас усыновить. История какая-то у него тоже странная. Да, Тоже такое. в жизни Мне кажется, и не такое, такого знаешь, бывает. Чё? Ну вот вы возвращаетесь, встречаетесь со своей практически женой и говорите, я типа сегодня, вот у меня была стрелка с твоим. Да. А она что? Она такая, тоже была в шоке. Она говорит, да я его Как знать так? не знаю. Не может быть, это просто знакомый. Да. А вы? Не знаю, ну он там влюбился. Ну я-то виноват, что ли, меня там каждый второй влюбляется. А он с ней Нет, секундочку. не спал, да? Ну так а вы стали выяснять, есть у них отношения какие-то или нет? Или ты просто такой сумасшедший? Да, я решил про себя, что это такой немножко не очень нормальный. А не стали сумасшедший выслеживать человек. ничего? Нет, это просто Она не история. стала причиной для того, чтобы вы ее, не знаю, с чемоданом отправили там к маме или еще что-то? Сколько прожили с ней лет? Ну, в общей сложности лет 5. Сейчас в каких с ней отношениях? Хороших. А ребенок? Отлично. Сколько ребенку? Сейчас ребенку 13 лет. 12 лет, общаетесь, все живете в одном городе, Живем ребенка в одном забираете. городе, да. Часто встречаюсь с дочкой, конечно же. На шее у него там какая-то цепь, что ли? Непонятно. Веревочка. Шнурки какие-то. Стильная веревочка такая, веревочка, модно. да. Так, а бизнес у вас в Да, Санкт-Петербурге? конечно. У вас квартира там или вы снимаете? Я вот хочу понять. Квартира, конечно. А она у нас в Москве, ну, Подмосковье. То есть вопрос, кстати, к мужу, ну, если он не местный, поедете, оставите, либо пригласите мужчин себе. У вас вообще какие планы на эту Вообще историю? Питер мой очень любимый город. Вы переедете туда жить? Я услышала, да, и Тамара как раз и говорила о том, что я действительно легкая на подъем и могу хоть ночью сорваться То есть и для полететь вас в это не Питер. будет никакой Абсолютно. проблемы? Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Тут еще рассказ не окончен. Покажите сюрприз.
Реально? Вам нравится? Ну, так интересно. Ну что, Ага. давайте я вас попробую немножко. Нет, а что, на интерес играть будете? Давайте, если не на деньги, то на поцелуй. Чё? На поцелуй. Инна, тогда Согласны? Нет. я вам уступаю право первого удара. Давайте покажу. Давайте я вам покажу, как надо бить. Вы умеете? Какой ты хитрец. Давайте положите вот руку на... И нет, вот так, чуть-чуть побольше, вот так посередине цельтесь. Потом примите позу, не такое, спина прямо. Ты смотри. Да, вот так. Нет, я умею играть в бильярд, участвую в соревнованиях. Я вам буду показывать. Немножко спину прямо. Правую ногу чуть-чуть назад. Правую? Да. Все, я уже готова разбить чего-то. Но наклониться надо еще больше. У вас подбородок должен быть на уровне кия прямо. Как И стрела. руч на стол. А левая рука, вот правая рука, вернее, расслаблена в локте. И вот как маятник должна. Вот так Можно качаете. я уже ударю? И удар был. Пейте. Ох, Прекрасно. шикарно. Шикарный удар. Мне кажется, не очень удобно с такими пропорциями играть на каблуках в бильярд. Ну, так неинтересно. Если у вас интерес никакой, ни поцелуйчики, ни деньги. Не, вы знаете, у нас интерес, мы все-таки в будущем, думаем, будем учиться. Спасибо вам большое. Это действительно завораживает. И приятно смотреть человека, который что-то делает лучше, чем ты. Спасибо, Андрей. Забирайте своего друга Сергея, а мы вас будем обсуждать. Спасибо. Знаете, есть такая прослойка, но обычно в крупных городах, да, мужчин и женщин, которые живут и получают от жизни удовольствие. И у них есть на это средства. Вот Андрей такой вальяжный, модный, красавчик, все про себя понимает. Женщины на это, конечно, ведутся. Ну как она тебе вообще? Андрей? Такая. Хорошенькая, да? Женщина. Милая, симпатичная. Да. У нее событий в жизни на 3 жизни хватит. Вы смотрелись просто великолепно. И мне кажется, вы просто могли бы быть идеальной парой. Вы тоже любите вкушать, вам тоже нравится эта жизнь, вы тоже хотите для себя вот этого счастья, и материального в том числе. А что Вам из- все нравится, вас это увлекает. Это отдельно люди, отдельные. Он, конечно, такой спокойный, но мне Ну, показалось... я не думаю, что он спокойный. Что вам показалось? Ну, такой, что он такой, не знаю, дамский угодник, что ли. Ловила. А он действительно дамский угодник, Тамар? Конечно. С такой Венерой в экзальтации, какая у него в рыбах. Вот, Даже без но- Венеры все написано на нем. Без экзальтации все понятно. Мне давно нужна тихая семейная гавань. Ну, А когда не семья-то тусовки с целая. бильярдом. Он рыба, а вы овен. И должна сказать, что кроме того, что вообще в принципе рыбы и овны нравятся друг другу, потому что в рыбах хоть и очень много экстазного веселья, но они часто погружаются в свой мир. А вот овны их веселят, не дают им состояться и где-то уйти вглубь себя. Плюс ко всему у него луна в овне прямо на вашем солнце. То есть это обновление жизни, обновление отношений, может быть, совершенно другой взгляд на мир какой-то. Плюс ко всему вы как раз тот человек, который всегда будет просчитывать его чувства и вкусы. Посмотрел в сторону, вы это видите заранее. Посмотрел там, так сказать, на кого-то захотел посмотреть даже или поехать, вы это сразу Да, мне мгновенно кажется, ты поймете. любая женщина в связи с Нет, Андреем не любая. увидит. Я думаю, с Андреем может жить Нет. либо совсем молоденькая восторженная дурочка, которая прям увидела и сошла с ума от любви, либо, Ему как будет вы, скучно. умудренная, взрослая дама, которая намного будет закрывать глаза за, ну, гуляй, Андрюш. Главное, чтобы добро Да. не проигрывал Да. совместное.